Будинки, які мають статус історико-культурних коштовностей, формують унікальний твар города. У Бресті таких больше 250. Більшість побудовано у 19-м ці на початку 20-го століття. Многі потребують капремонту ці реставрації. І тут головне – не нашкодить. За чим і сушать працівники прокуратури. Ось це один з таких будинків. У минулому році розпрацьований пашпорт і охоронні обов'язки на історико-культурну коштовність. Зараз проводиться реконструкція. Проектом реконструкции данного здания предусмотрены работы по демонтажу его конструкции, находящейся в дворовой части, с сохранением центрального фасада. Вместе с тем, застройщиком при производстве строительных работ допущены отступления от проекта. Не произведен мониторинг смежной стены здания, также являющейся историко-культурной ценностью, а также обследование его элементов и конструкций. Так само на пляцовці було виявлено шмат будівничого сміття. В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура города Бреста в адрес Брестского горосполкома направлено постановление о подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению по статье 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Кроме того, в адрес застройщика направлено предписание об устранении нарушений законодательства и утилизацию отходов, строительных отходов. Згодом з програми соціально-економічного розвитку на 2016-2020 роки на території області проводиться реконструкція порядка 30 знакових об'єктів історико-культурної спадщини. Прежде всего, это на территории Ацельского района, в Косово, дворец Пословских, на территории Пружанского района, дворцовый парковый комплекс в Ружанах, восстановление усадьбы Наполеона Орды в Ивановском районе. Безусловно, что многие из них могли бы стать визитной карточкой, если бы были бы надлежащие приняты меры по восстановлению данных объектов. Але не заўсёды тыя, хто набываюць ва ўласнасць будынкі, добрасумленна ставяцца да сваёй маёмасці. Супрацоўнікі пракуратуры нагадваюць, што за парушэнне заканадаўства прадугледжана і адказнасць, у тым ліку ў межах артыкула 19 адміністрацыйнага і артыкулаў 344 і 346 крымінальнага кодэксаў. Таксама сёлета было праведзена 13 праверак, па выніках якіх прынята каля 13 актаў пракурорскага рэагавання. Такім чынам літаральна быў выратаваны ад далейшага разбурэння адзін з помнікаў культуры – капліца Ализы Ожешко в Драгишинском районе. Основные нарушения, которые устанавливаются в деятельности субъектов хозяйствования, это прежде всего допущенная волокита при консервации объектов, при восстановлении объектов. Зачастую допускается также безобразная антисанитария при содержании данных объектов, то есть по большому счету имеют место факты, когда не требуется надлежащего большого затрат финансовых средств. Такие факты были установлены в частности на территории Березовского района, на территории Ляховичского района, на территории Барановичского района. По всем данным фактам прокурором приняты меры реагирования. Задача таких мер спрыяць захаванню помнікаў гісторыі не только на фотоздымках і старонках падручнікаў, але і ў рэчаіснасці. Евгения Мороз, Игорь Накопян, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».